Детская шалость, за которую грозит реальная уголовная ответственность. В Ингушетии участились звонки о минировании соцобъектов и, в частности, общеобразовательных учреждений. В попытке прогулять школу или пораньше уйти домой, ребята прибегают к различным ухищрениям. Но, как оказалось, баловаться и пропускать любят и взрослые. Так, сотрудники ФСБ задержали мужчину, который сообщил о ложном минировании места работы. Сегодня утром в 9 часу позвонил в службу, экстренную службу, в связи с нежеланием поехать на работу. И сказал, что заминирован. Территориальный участок «Газпром» города Малгобек. Содеянного раскаиваюсь. Шутливый звонок может обернуться вполне реальным сроком. Этому преступлению против общественного порядка посвящена целая статья Уголовного кодекса России. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Вспомним инцидент, который произошел в конце прошлого года, когда бухгалтер одного из сельхозпредприятий трижды звонил в Сбербанк, чтобы сообщить о минировании. Причиной этих противоправных действий стали махинации со средствами предприятия, к которым он причастен. Мужчину очень быстро вычислили и завели уголовное дело. Один телефон изъяли мы при нем, с которого он осуществлял звонок, а первый, который он выбросил, мы изъяли в ходе мероприятий проведенных. Причем сим-карты тоже менялись, да? Сим-карты тоже менялись. Каждый звонок он менял сим-карту. Хочу обратиться к тем людям, да, кто вот замышляет или какие-нибудь преступления. В любом случае люди будут найдены и наказаны по закону. Будут привлечены, и все находятся. Нашлись и эти ребята. Подростки звонили в службу 112 и нецензурно начали выражаться в адрес оператора. Детские игры обернулись недетскими последствиями. Сотрудники ФСБ быстро вычислили несовершеннолетних, и теперь озорники раскаиваются. Я и мои друзья Рашид и Мага, мы позвонили 23 июля 23:00 ночью. Мы позвонили в службу 112 и баловались. Говорили грязные слова, матерились. Мы с друзьями допустили ошибку. Мой друг позвонил. Я не знал, что он звонит им. Прежде всего это делать нужно подумать. Извините нас, больше не будет. Еще один инцидент с ложной тревогой произошел в феврале этого года. Во второй школе Сунжи сообщили о минировании здания. Школьников экстренно эвакуировали и отправили домой. Прибывшие на место ЧП саперы оцепили территорию и проверили объект, после чего никаких мин и бомб не обнаружили. А вот хулиганов вычислили быстро. Это оказались учащиеся той же школы, которые, видимо, ошибочно подумали, что легкая шалость сойдет им с рук. Однако подобные действия влекут за собой весьма серьезные последствия. Говорить об отсутствии негативных последствий, являющихся следствием телефонного сообщения о заложенном взрывном устройстве, не приходится. По действующему законодательству такое телефонное сообщение квалифицируется как заведомо ложное сообщение об акте терроризма, предусмотренное статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение которой предусмотрено наказание в виде денежного штрафа в крупном размере либо обязательными исправительными работами, либо ограничением свободы. Напоминаем, что уголовная ответственность за преступление, предусмотренное статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, наступает с 14-летнего возраста. В других случаях преступникам грозит более суровое наказание – ограничение свободы до 3 лет. Причем штраф за детей придется платить их родителям. Данный вид преступлений на психологическом уровне ассоциируется с терроризмом, поскольку нарушает нормальный ритм жизни, создает экстремальную ситуацию, отвлекает значительные силы и средства, прежде всего органов МВД, МЧС, ФСБ, от основной деятельности на проверку сообщения и принятие мер предупредительного характера для спасения людей. Анализ уголовных дел показывает, что чаще всего данное преступление совершается из хулиганских побуждений, либо из чувства мести. Следует при этом отметить, что мотивация из чувства мести, как правило, характерна для лиц, совершавших преступления в более зрелом возрасте. Для лиц подросткового возраста более свойственна мотивация из личных интересов, как, например, срыв занятия в школе или институте, а также желание подшутить, что оценивается органами предварительного расследования и судом как хулиганский мотив. Поэтому прежде чем идти на такой шаг, стоит несколько раз подумать, с какого бы левого номера или телефона вы не звонили, можете оказаться на месте этих ребят. Ведь они тоже были уверены, что их никак не удастся вычислить. Зелимхан Калоев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.